Баршаңызға ассалаумағалейкум. Всем доброго дня, мир вашему дому. Сегодня мы вам покажем и расскажем, что означает у казахов «жөн білу» – знание этикета. Мы уже говорили о том, что казах полноценно существует лишь как функциональная единица четко структурированного социума. В этой связи его наиболее ценными личными качествами являются те качества, которые помогают ему наиболее полно выполнять надлежащие функции. Эти функции, а проще формы и правила, принятые в казахском обществе. Жөн жоба, жөн жоралғы, жол жөнекей, жөн жосық составляют казахский этикет, своеобразный кодекс, продуктивны национальными моральными стандартами. Безукоризненное знание его является одной из основных характеристик хорошего человека. Про такого человека говорят «жөн білетін адам», знающий порядки человек, то есть человек, знающий все тонкости социального поведения в казахском обществе. Жайды білер, жөн білетін кісі екен, порядочный, знающий приличия. Подумают люди о человеке, который впервые пришедшего к нему в гости ребенка не отпустит без подарка. Потому что баланы қуыс үйден құры шығарма, не отпускай ребенка из пустого, даже дома с пустыми руками. Или спокойно снесет обиду шутку от своего ровесника, именно ровесника, отнеся ее құрдас қалжыңы, приколами ровесников, на которые не положено обижаться. Ты человек, который, направляясь куда-либо на фразу «қалғалай», «жолың болсын», отвечает «рахмет», показывает недостаток этого знания. Так как по казахскому этикету выше приведенная фраза равносильна вопросу «куда направляешься?», потому что этот вопрос задавать считается неприличным. Тот же, который после принятия пищи не делает ритуальный жест ладонями, благодаря Аллаха за неиспосланный хлеб несущий, то есть пренебрегает правилам «ас қайырмай дастарқаннан турма», вызывает сомнение своей национальной принадлежности. Жөн білу означает знание и соблюдение казахских традиций, обычаев, салт-дәстүр білу. Разумеется, речь идет только о тех традициях, обычаях, которые сохранились в нашей жизни и не противоречат современной морали, действующему законодательству. Например, соблюдая древние обычаи ТАСС, помимо традиций обычаев в жизни, существует множество порядков уложения адет-ғұрпы, которыми регулируются повседневные правила поведения. Если вам понравилось видео, прошу вас, поставьте лайк. А если не понравилось видео, прошу вас, поставьте дизлайк. А также прошу вас, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Нам важно знать ваше мнение. Мы стараемся для вас делать интересные видео. Всех благодарю, что были с нами. Всем желаю крепкого здоровья и удачи. До новых встреч, друзья!